Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Всемирный форум татарской молодежи раскритиковал власти Башкортостана за попытку обнулить родной язык более миллиона татар Башкирии, назвав его диалектом башкирского языка. Проведение диктантов по родным языкам на татарском и башкирском в последнее время в обеих республиках, к нашему сожалению, становится традиционно скандальным. Напомним, что власти Башкортостана 25 апреля провели диктант на башкирском языке. Правда, с одним небольшим нюансом. Была возможность написать диктант на северо-западном диалекте башкирского языка. Кадерле дуслар, хәзер без сезнең белән республикабыз тарихында беренче тапкыр башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектында халыкара диктант яза башлайбыз. Диалект әдәби тел түгел. Ниндәй кагыйдәгә таянып, нәмә язайым икән дип аптырап тормагыз. Ничек ишетсәгез, шулай языгыз. А 26 апреля в татарском мире отмечается день рождения поэта Габдуллы Тукая. И, видимо, к этой дате аккуратно и подобрали день проведения диктанта на башкирском языке. Активисты татарского форума заявили, что предпринимаются попытки внедрения в сознание жителей двух республик искаженного представления о родных языках. Это подрывает многовековые дружеские отношения между башкирским и татарским народами. Говоря проще, закладывается мина между нашими народами. Когда рванет, нам неизвестно. Не дай бог, конечно. Откуда же в Башкирии взялась вдруг эта концепция назвать татарский язык татар-Башкирии диалектом башкирского? В современном мире большинство людей с таким вопросом наверняка отправится в Википедию. Там есть очень любопытная статья, посвященная северо-западному диалекту башкирского языка и его географии распространения. Статья эта начинается логично и, как нам кажется, объективно. В ней говорится, что длительное время татарские говоры и башкирские говоры активно влияли друг на друга. И это неудивительно для тех мест, где татары и башкиры живут рядом. Однако получившийся результат синтеза двух языков башкирские этномиссионеры почему-то считают диалектом башкирского языка. Спрашивается, а где татарские википедисты? Почему нет статьи о башкирском языке, как о диалекте татарского языка? Между прочим, половину статьи для нас уже написали. Очень любопытно, как башкирские этномиссионеры описывают ареал распространения своего диалекта. Вполне ожидаемо, что перечисляются районы, входящие в состав Башкортостана. Но башкирские этномиссионеры на этом не останавливаются и заявляют о своих территориально-лингвистических претензиях на юго-восток Татарстана. По их мнению, на башкирском диалекте разговаривают татары, как минимум проживающие в 10 районах Татарстана. Обращаем внимание, что аппетиты башкирских этномиссионеров подозрительно совпадают с теми районами, где добывается татарстанская нефть. Если обратиться к истории, то первым конструктором искусственного понятия северо-западный диалект башкирского является ученый-лингвист Тагир Баишев. Он же один из основоположников башкирского этномиссионерства. В 30-х годах прошлого века он участвовал в лингвистических экспедициях, объездил татарские и башкирские села. Как итог, никакого башкирского диалекта он там не нашел. Но в 1951 году Иосиф Сталин публикует свою статью «Марксизм и языкознание». В этой статье башкирский ученый черпает для себя глубоконаучные знания великого вождя народов. В ней же, между строк, он вычитывает существование нового башкирского диалекта. Дальше Баишев пишет панические письма в Центральный комитет КПСС. Он требует закрыть татарскую кафедру в Башкирском государственном университете и татарскую газету «Кызыл таң». После смерти Сталина последовала оттепель. Общество стало критически разбираться со сталинскими перегибами на местах. К этому делу подключились башкирские историки и филологи. Они раскритиковали сталиниста Баишева и его концепцию северо-западного диалекта башкирского языка.
Но, как мы видим, сегодня башкирские этномиссионеры, вскормленные сталинскими псевдонаучными зернами, живут и здравствуют. Еще раз скажем, они занимаются закладкой бомбы в межнациональные отношения. Им нет никакого дела до будущего башкир и татар. Согласитесь, властям Башкортостана пора бы уже умерить пыл своим лингвистическим интервентам. 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. И мы задаемся непростым историческим вопросом, как же татарам относиться к Ленину. Скорее всего, с уважением. На центральной площади Казани, на площади Свободы, стоит памятник Ленину, чистый и ухоженный. Президент Татарстана Рустам Минниханов каждое утро аккуратно и внимательно фотографирует эту площадь. В этом году в Татарстане празднуется столетие Татарской АССР. В мае 1920 года 50-летний Владимир Ленин, будучи председателем Совета народных комиссаров РСФСР, подписывает декрет о создании Татарской республики. Справедливым и логичным будет назвать Владимира Ленина одним из отцов-основателей современной татарской государственности. За это мы, конечно, Ленину говорим спасибо, но давайте не будем забывать, что он пошел навстречу татарским революционерам и интеллигенции из прагматических побуждений. Да, татары получают свою государственность, но в рамках Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Татары вступают в союз народов-государства, возглавляемую большевиками, и через тесное военное сотрудничество вступают в борьбу с мировым империализмом. Таким образом, сотрудничество с приспешниками мирового империализма приравнивается к измене. Такова идея Ленина. В ноябре 1917 года Ленин обращался к трудящимся мусульманам. Тогда он рассказывал, как молельни и мечети разрушались, а вера попиралась царями и другими угнетателями России. Верования и обычаи, национальные и культурные учреждения мусульман объявлялись неприкосновенными и свободными. Красивые слова. Конечно, тогда татары были ими очарованы. Но сейчас мы знаем, каким катком прошлась советская власть по нашим мечетям. Сохранились исторические сведения, как особенным образом Ленин относился к татарам-крестьянам. Представьте, в стране бушует политика продразверстки. Напомним, что в период гражданской войны и экономического кризиса, чтобы прокормить городское население, с селян в добровольно-принудительном порядке взималось зерно. Урожай селян также был необходим, чтобы государство торговало с другими странами. Ленин выступает за то, чтобы крестьянам-татарам предоставлялись льготы, совсем немного, но чтобы они почувствовали бонусы от образования Татарской республики. Зачем это делается? На самом деле Ленин перестраховывался, потому что понимал, что бунт русских крестьян ему будет подавить легче. А вот если взбунтуются татары-крестьяне, то их протест приобретет освободительный оттенок. Кстати, Ленин восхищался образованностью татар. В своих трудах он писал, что на 150 человек, как минимум, приходится один мулла и одна мечеть, в то время как у русских и других инородцев один священник приходится на 1500 человек. У татар была одна школа на 100-150 человек, в то время как у православных одна школа была на 1500-3000 человек. Как мы видим, Ленин относился к татарам с холодным расчетом, объективно оценивал их уровень грамотности и в прагматических целях использовал чаяния татарской интеллигенции. Предлагаем татарам также относиться к Ленину, то есть объективно. Татары должны знать, что получили благодаря Ленину, но и не стоит забывать, чего мы лишились благодаря ему. Недавно первый президент Татарстана и государственный советник республики Минтимер Шаймиев дал большое интервью журналу «Казан утлары». Минтимер Шаймиев рассказывает о важности и ценности сохранения родных языков народов России. Он указывает, что сегодня сложилась такая ситуация, когда можно сохранить родные языки, но только в том случае, если на эти проблемы обратит внимание Владимир Путин. Шаймиев объясняет, что Российская Федерация – самая сложная федерация в мире, поэтому разного рода трудности, разногласия и противоречия на самом деле – это обычное дело для нашего государства. Минтимера Шариповича беспокоит, что в последнее время в стране находятся силы, которые давят на родные языки.
У этих сил есть желание каким-то образом поставить на колени тех, кто говорит на родных языках народов России. Первый президент Татарстана Шаймиев призывает не допустить этого ни в коем случае. Шаймиев рассказывает, что Госсовет Татарстана обратился к Владимиру Путину по поводу поправок в Конституцию, чтобы реализовать права народов России на родной язык на высшем государственном уровне. Шаймиев в этом интервью поделился своими идеями по поводу проекта полилингвальных школ в Татарстане. 1 сентября 2020 года на базе 165-й школы должен открыться такой комплекс полилингвальной школы. Там будут созданы равные условия для татарского, русского и английского языков. Шаймиев считает, что знание нескольких языков – это конкурентоспособное преимущество нового поколения учеников. Государственный советник рассказывает, что для подготовки концепции такой полилингвальной школы он сам лично штудирует кембриджскую образовательную систему и другие мировые практики. Вообще, в планах Шаймиева запустить 6 таких полилингвальных школ. 2 школы будут открыты в Казани, и по одной школе будет в Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Пожелаем Шаймиеву успехов и сил в этом начинании. Развитие и сохранение преподавания родных языков сегодня в России – дело непростое.